В эфире программа «Актуальное интервью». В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Ежегодно с сентября месяца налоговый орган начинает информационную кампанию по уплате имущественных налогов физических лиц. В этом году граждане оплачивают за имущество, которым владели в прошлом году. О кампании по имущественным налогам физических лиц мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Владислав Скрябин, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по республике Саха-Якутия. Владислав Спиридонович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как мы сказали в начале, да, что кампания стартует в сентябре. Вот расскажите, пожалуйста, об этом немного подробнее. Ну, ежегодно у нас в сентябре месяце стартует кампания по уплате имущественных налогов физических лиц. И, как вы уже отметили, в этом году наши граждане будут платить свои имущественные налоги за имущество, которое владели за 2023 год. Налоговый орган получает сведения о имуществе, о земле, о имуществе и транспорте граждан от регистрирующих органов, и на основании этих сведений начисляет налоги, которые должны быть уплачены до 2 декабря текущего года. И вместе с имущественными налогами в сводных налоговых уведомлениях мы направляем и налог на доходы физических лиц, в частности, за доходы, которые граждане получили по вкладам в виде процентов. Мы в этом году не направляем сводные налоговые уведомления, если сумма начислений не превышает 300 рублей. А какие показатели в этом году у нашего региона? Допустим, сколько уведомлений сформировано, общая сумма начислений и общий объем льгот? В этом году налоговым органом по республике сформировано 342 тысячи сводных налоговых уведомлений. Из них 227 тысяч налоговых уведомлений направлены нашим налогоплательщикам через личный кабинет налогоплательщика физического лица, то есть электронно, и 25 тысяч граждан у нас получили сводные налоговые уведомления через портал госуслуг. Что говорить насчет начислений, то начисление у нас по имущественным налогам составило порядка 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Ежегодно у нас прибавляется число граждан, которые имеют право пользоваться льготами. Так у нас в этом году 36 тысяч граждан получили льготу по транспортному налогу, 134 тысячи граждан по налогу, земельному налогу и налогу на имущество 187 тысяч граждан. По этим трем налогам общая сумма льготы составила 719 миллионов рублей, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Ну и говоря о льготниках, какие изменения были внесены по льготам для участников СВО, граждан из числа мобилизованных, добровольцев, или контрактников? Да, действительно, в налоговом кодексе были внесены изменения и дополнен перечень лиц, которые имеют право пользоваться льготой по налогу на имущество физических лиц. Это наши граждане, которые участвуют в специальной военной операции, это мобилизованные и члены их семей. Также военнослужащие, которые тоже участвуют в специальной военной операции. Также отдельно по республике по транспортному налогу принят закон по освобождению от транспортного налога по одному транспорту для гражданина, который принимает участие в специальной военной операции. А какие еще изменения в сводных налоговых уведомлениях увидят налогоплательщики? В этом году изменения по сводному налоговому уведомлению — это то, что там будут предъявлены налог на доходы физических лиц от сумм доходов, полученных в виде процентов в вкладах в банках. Закон был принят в 2021 году, но доходы, полученные за 2021 и 2022 год, они не облагались, а вот доходы, полученные за 2023 год, они на сегодня облагаются налогом. Но тут нужно отметить, что не каждая сумма облагается. Тут есть понятие необлагаемой суммы от налогом дохода физических лиц. Оно рассчитывается по формуле 1 миллион, умноженное на максимальное
ключевую ставку Центрального банка, которая была вот на первых числах месяца. Если смотреть 2023 год, то максимальная ставка, ключевая ставка Центрального банка была зафиксирована 1 ноября и составила 15%. Соответственно, 1 миллион умноженный на 15% у нас 150 тысяч рублей, необлагаемая сумма налогом дохода физических лиц. Вот, например, если гражданин получил доход по вкладам 200 тысяч рублей, то, соответственно, 200 тысяч минусуем 150 необлагаемых, получаем 50 тысяч рублей, которые, исходя из которой по 13% ставки рассчитывается налог к уплате. Это составит 6500 рублей. А если вдруг у гражданина доходы в целом, совокупные доходы за 2023 год превысили 5 миллионов рублей, то ставка составит 15%. Целые уравнения. Ну вот, допустим, да, что обычный человек не смог разобраться во всех этих уведомлениях. Где ему отыскать ответы на все вопросы, которые у него остались? На сайте налоговой службы налог.gov.ru там создана промо-страница «Налоговое уведомление 2024». Зайдя в эту промо-страницу, человек может ознакомиться с такими вопросами, как что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что изменилось в налогообложении имущества с прошлого года, как узнать о налоговых ставках, о налоговых льготах и что делать, если уведомление не получил. Ну и вы как профессионал, вот что можете порекомендовать, какой способ уплаты налогов самый удобный и быстрый? Ну, самым удобным способом является оплата налогов через личный кабинет физического лица. Это можно сделать и через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Когда открываем личный кабинет, в стартовой странице мы видим сумму начислений, которые подлежат уплате. Нажимаем кнопку «Оплатить» и выбираем способ оплаты. Также можно оплатить через банки, можно оплатить через QR-код по мобильным приложениям банков, ну и в терминалах, в зданиях банков. А что будет при просрочке? Ну вот, допустим, человек не успел, может быть, не разобрался, опоздал. Зависит ли от срока опоздания, от суммы? В текущем году вот со 2 декабря, если человек не оплатил, то будет начисляться каждый день пени по ставке 1/300 от ключевой ставки Центрального банка. Ну и насколько это ощутимо для человека? Ну, мой совет, надо обязательства платить вовремя. Соответственно, ну, это же зависит от суммы. Если у человека большие обязательства, соответственно, и пени будут начисляться, ну, соответственно, большие. Ну и, соответственно, если человек не оплатил вовремя, то это возникает долг, и налоговый орган начинает работать по принудительному взысканию этой задолженности. Это в первую очередь направляется требование. Если требование вовремя не исполняется, то принимается решение по 46 статье Налогового кодекса Российской Федерации, затем направляется заявление на выдачу судебного приказа в мировые суды. При получении судебного приказа налоговый орган выставляет поручение в лицевые счета в банке гражданина для взыскания суммы задолженности. И дальше обращается в судебные приставы, а там уже ограничения и приостановления всех счетов, и могут быть ограничения по выезду за границу, ну, вот такие вот неприятные вещи. А как можно оценить ситуацию у нас в республике вот, по уплате? Много ли у нас неплательщиков, насколько затягивают, или совсем уж злостных неплательщиков и тех, кто своевременно всегда оплачивает законопослушных граждан? У нас по состоянию на 1 ноября сумма задолженности имущественных налогов по физлицам составила более 350 миллионов рублей. Количество должников составляет более 150 тысяч человек, что, в принципе, если сравнить с другими регионами Российской Федерации, это показатель достаточно большой. Вот. Поэтому всех призываю вовремя оплачивать свои обязательства
Ну и таким образом помогать в развитии своего города, своей республики и своего села, кто где живет. И говоря о призывах и остающихся вопросов у людей, вот давайте напомним зрителям о днях открытых дверей. Да, 28 ноября с 9 часов утра до 8 часов вечера по адресу 202 микрорайон, 23 корпус, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха-Якутия будет принимать граждан по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц. Также дни открытых дверей пройдут и по нашим территориальным обособленным подразделениям. Это в районных центрах нашей необъятной республики. Там будут принимать с 9 утра до 6 вечера с перерывом на обед с часу до 2. И вот с какими вопросами, да, они могут туда подойти и какую помощь, собственно, получить? Это вот вопросы правильности расчета налогов, вопросы применения льгот, вопросы, как оплатить, если человек затрудняется в этом вопросе. Да. Это открытие личных кабинетов и научиться пользоваться личными кабинетами. Ну, все интересующие вопросы, что касается имущественных налогов. Наши сотрудники будут очень рады вам помочь. Что ж, Владислав Спиридонович, спасибо вам, что вы нашли время, пришли к нам в гости и ответили на наши вопросы. Я уверен, что это было очень полезно для наших зрителей. Спасибо, что пригласили. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.